В Киев прибыли западная и восточная колонны крестного хода, организованного Украинской православной церковью Московского патриархата. Киевские власти призвали горожан и гостей столицы не посещать сегодня без необходимости центр города. Многие центральные улицы перекрыты, повышены меры безопасности. На улицах столицы дежурят более 5000 правоохранителей. С утра в центр Киева не попасть, перекрыты все дороги. Участников крестного хода организованно подвозят на автобусах в сопровождении полиции. На Майдане Независимости в направлении Европейской площади установили металлоискатели. Пропускают только с документами. Паломники Московского патриархата ходят колоннами. Общаться с прессой не хотят. Кто-то вообще убегает. Ми не даємо інтерв'ю. Вибачте. Російські війська вбивають українців. І те, що Росія окупувала Крим. Будете молитися? Обращайтесь к президенту, к политикам или это. Вы же видите о том, что мы пришли молиться для того, чтобы люди примирились и стали искать ближе, чтобы друг к другу становиться. Правда? То не будете молитися? За что? За те, що російські війська пішли. Вы не слышите или что-то не понимаете? Чи ні? Кров'ю обливається наша святая земля, українська. Я прошу, успокойся. Путін, він теж носить крест Божий. І хай він успокоїться і не допускає кровопролиття, бо в його теж діти є і онуки є. Среди участников есть и те, кто пришел молиться за мир в Украине и признают, что кровопролитие затеяла именно Россия. Однако такие разговоры вызывают агрессию у других прихожан. Ці люди організовані Московським патріархатом. Але я вважаю, це наша країна Україна. І ми повинні молитися за щастя народу України. Ми самі повинні за це молитися, а не повинна нам друга держава це робити. Не стыдно показывать одного человека и говорить, что тут антимайдан? Не стыдно вам, нет? Наверное, стыдно должно быть. На Европейской площади несколько активистов, которые против шествия. В руках держат плакаты и сине-желтый флаг. Милиция от них не отходит. Що таке руський мір? Це Донбас, це війна. Ну, і Крим те саме, це форма руського міра Крим. І дуже прикро, що значна частина населення України є співучасниками цього злочину Росії проти України. Ви ж бачите, вони без символіки, без нічого так понаписували. Це ж позвозили на гроші Новинського. Такий мільярдер є, депутат Верховної Ради. В сопровождении священников участники шествия идут на Владимирскую горку. К памятнику князю Владимиру их не подпускают, они стоят за забором. Там, где состоится молебен, место нашлось только для священников и депутатов Опоблока. В первых рядах Юрий Бойко, Нестор Шуфрич и Вадим Новинский. Именно его связывают с финансированием этого шествия. После молебна колонны двинулись в Киево-Печерскую лавру. По дороге правоохранители стоят на каждом перекрестке. На пути паломников еще несколько постов с нацгвардейцами. Участники шествия двигаются по огражденному железным забором маршруту. Благодаря большому количеству правоохранителей провокаций не было. Двое прихожан из-за жары потеряли сознание. Их забрали в больницу. Наталья Калинка, Эльвина Сейдбулаева, Альмея Мирсали, Эдем Ситаров, Асан Эминов, Заман, АТР.